Преосвященным архипастырем, всечестным пресвитером и диаконам, инокам и инокиням, дорогие во Христе братья и сестры! В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней весь православный мир отмечает тысячелетие представления святого равноапостольного великого князя Владимира. Что же принес нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь торжественно совершаем его память? Суть подвига князя замечательно выразил в своем знаменитом слове о законе и благодати святитель Киевский Иларион. Все страны и города и народы, пишет он, чтут и славят каждый своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим же и мы по силе нашей великое единое сотворившего нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей Владимира. Его мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо он принес нам весть о Спасителе мира Христе, немеркнущем солнце правды, озаряющем своим божественным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному великому князю Владимиру наш народ оказался под покровом усердной заступницы и скорой помощницы Пречистой Девы Богородицы, простирающей над землей нашей свой честный омофор. Благодаря этому святой правителю была основана Церковь Русская, которая вот уже более 1000 лет несет людям слово жизни, любви и мира, и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное. Восприняв веру из Восточной Римской империи, Византии, Русь в полной мере приобщилась и к божественному откровению, и к величайшей культурной традиции своего времени, творчески восприняв и развив ее. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся пойти наперекор воззрению своей дружины и бояр, правящего класса Древней Руси, связывавшего языческие культы с властью, богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и готовой совершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей, услышавший призыв Господа «Выведи из Египта народ мой», князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа, как Бога и Спасителя. Сей равноапостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный идеал праведной власти, руководствующийся подлинными ценностями, направляющий человека и общество к Богу, к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы знаем, заботился не только о благочестии новопросвещенного народа, но и о его образовании, о помощи нуждающимся. Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит о том, что он ни одного человека обратил от заблуждения идольской лжи, не 10, не город, но всю землю эту. Такие слова были произнесены еще в XI веке, когда чудо крещения Руси произошло совсем недавно. Потом последовали 10 столетий нашей христианской истории. За это время Господь явил в народе нашем множество святых, сформировались наша культура и цивилизация. И все то, чем мы живем сейчас, само наше мировоззрение, имеет своим основанием судьбоносное решение князя Владимира обратиться к Богу истинному и вслед за собой повести народ. В Днепровской купели было положено начало новой Святой Руси.
нашему духовному единству. За прошедшие с того времени века предпринимались попытки уничтожить православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших народов, увлечь людей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и материального благополучия. Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших сердцах, ибо народы наши по сей день именуют единую веру и церковь, общие святыни, бесчисленные образы христианского подвига и совместную историю. Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные люди пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду и ненависть между братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных настроений и эгоистических устремлений, принимают опасные решения, имеющие долговременные и порой даже неизгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые поступки могут стать частью Божьего замысла о спасении мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и простирают свой взор в историю, извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие вопросы современности. Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информационный шум, создаваемый средствами массовой информации. И найти их мы можем также в примерах великих личностей, оказавших благотворное влияние на развитие наших народов и причисленных церковью к лику святых. Одним из них является равноапостольный князь Владимир, положивший в основание жизни народов исторической Руси спасительную веру Христову. Его молитвами да поможет нам милостивый и человеколюбец Господь непоколебимо стоять в православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благодати, в Духе Святом и нелицемерной любви. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Спаси, Господи. Это послание